прекрасен этот мир. Посмотри. Особенно, смотрите, паутинки видно. А если роса, так они вообще такие, особенно утром. Еще солнце поднимается, все такое переливается красивое. Всё. Смотрите, какая красота, правда? Правильно, в горах я не была, там не видела. Но я удивляюсь тому, что у нас есть. Потом я лягу и смотрю вверх. И еще и фотографирую. Иногда смеются с них. Ну, а я все равно и рыбачу, и на охоту. Обращаю ни на кого внимания. Ну, не попрется на болото. Таких дурных, как я, нету больше. Здравствуйте, я Кася Казачонок, живу на болоте более 50 лет и очень счастлива. И самый счастливый здесь человек на земле и в мире. Опа. На, это Шляпу какую выбрать? Подходит? а потом одеваешь шапку и пошла. Как только я начинала водить экскурсии, мне эту шляпу подарили. Я стала ей сниматься в фильмах. И потом стали туристы, если я веду экскурсию, я увидеть шляпу. А, это ж Кася! А ну вот мы поедем в тот дом, в котором нету света. Но я заказала генератор, и сегодня должны мне привезти. И может быть будет электричество. Будем смотреть телевизор даже. Потому что я без телека не могу жить. А что ты там смотришь? Мультики, фильмы. Мой любимый «Три кота». Вот, да. Виу, виу, виу. Три кота. Виу, виу, виу. Мне нравится тоже. Тетя Валя. Оповещаете всех? Да, тетя Валя. И она тут одна живет по дороге. И если я еду, все, всегда ей посигналю. Смотри, тебе пропускает. Ай, привет! Привет, привет, привет! Пошли! Да, тут у нас лодка. Это мы уже лодку сюда. Так что забирайте кровати. Ну, дом стоял 30 лет. Никто его не жил, понимаете, бабушка умерла. А потом, як уже папа умер, но я решила его обустроить. О, видите, я в шляпе. Зато я говорю, что всегда в шляпе. Шапку подарил Дим Димыч. Дим Димыч, привет, спасибо же за шапку. Я с твоей шапкой стала очень популярной звездой. Здравствуйте, Дим Димыч я. Это моя усадьба болотная, жилье. Винный погреб тут. Я пчелами занимаюсь и тоже делаю настойки из прополиса, чтобы потом, когда простынешь, и лечиться. Ну, а если нам не весело, скучно, то у нас танцы. Тогда у нас танцы, да? Это ж прекрасно. И зачем нам электричество, Ига? Зачем мы...
охраной сразу зову. О, привет! Ай, ну здорово, подруга моя. Привет, Как привет. жизнь молодая? Хорошо, вот видишь, опять приехала. Пару дней побыл в городе, я там не могу. А ты сегодня приехал? Сережа, смотри, какая Софийша крутая шляпа. Мы жили в пяску, игрались, теперь, говорю, мои внуки гуляются в Нгоны. А я тебе подарила шляпу, что ты не одел? Ну вот. Так ты там малый побыл в городе, ага, видишь, ты не можешь там быть. Сразу сюда поехал. Понимаете, кто привыкший в городе жить, он и будет в городе. А я ни в деревню, ни в який лес не заведешь. Я в городе, наоборот, не жила бы и заблудилась бы. Ну, а здесь готовить ужин, тюхуть, еще что-то, и дрова заготовлено. И малышка нам. Я бы тут и все время жила, если бы было бы именно свет и это. Ну, надо заражать батарею, и надо, и чтобы продукты испортятся, если долго. Короче, жена твоя будет со светом. Понял? Какая есть электрогенератор. Тепло. Распаковывайся. Ёпрсоты! Оп, коробку вытаскивай. Ну ты их читай, ты баба грамотная. Я? А сколько ты в бак улезет у тебя? Хватит, да. И мало за... Досить. Есть, работает! Ура! Так что я тут живу, я в раю. Я теперь летом все равно дома не смотрю телевизор. Тем более там ничего хорошего нету, только одни расстройства. А так, с собаками прогуливаемся, с внучкой гуляем. Гера, пошли, рыбу, пойдем рыбу ловить. Увидимся. Приходи на уху вечером. Если поймаешь. Поймаю. Вон, хай снимает природа красивая. Нормально. Весла прикручиваю. Ну, глаз. Опа. Молодец. Счастье самое главное. Вот я скажу, что у меня 2 сына, Николай и Артем, внуки София, Злата, Валера и Елисей. Это уже самое большое счастье. Но муж Вася, которого я сильно-сильно люблю. А что? Самое главное, чтобы любили тебя. А если любят, это уже счастливый человек. Тяни, тяни, тяни сильнее. И тем более природа. Это же такая благодать. Ну, тут вообще ни о чем мечтать не хочешь. Просто любуйся. Смотрите, какие косачи красивые, какие деревья. Не зря моя внучка сказала София, як в сказке. И вот отсюда я и черпаю энергию и наслаждаюсь этой жизнью. И ничего не хочется. Я говорю, никаких забот. Понимаете? Ну никаких. Куры только дома. Просто наслаждаюсь жизнью, тем более пойдя на пенсию, что уже, хоть сказал бы, еще только начинается жизнь на пенсии, но все равно мы ж не вечные, про это думаем, что жизнь не вечная. Ну и вот радуешься, что все прошло хорошо, жизнь сложилась,
замуж вышла, родила детей. Мама, папа были, дякую Богу, до 80 лет дожили, и папа, и мама. И он мне показывал, где какие полянки, где какие деревья, где травы какие растут. А теперь уже я сынов водила, показывала тропы, чтобы они потом знали, куда ходить, у грибы, ягоды. Ну, а вот теперь уже и внучку. Думаю, вот я хорошо, что я здесь родилась, в этих местах жила, что видела такую красоту. И думаю, вот, чтобы все это осталось, передать детям и внукам. Гера! Я даже не знаю, о чем бы я сожалела, потому что вторую жизнь я не хотела, так же само прожила бы я и так. Куда ты, малыш? Полезешь? Я очень много деревьев посадила за свою жизнь. Прихожу, вот своих детей водила и говорю, смотрите, какие деревья. И которые вот березы я садила около дома, уже вот такой толщины, кажется. Когда-то было маленький. И приятно, конечно. Я тут еще собираюсь сделать музей. У меня много вещей старинных, и паповых, и бабушкиных. Музей старинных вещей, чтобы тоже знали родословную своих. Надо, чтобы все знали и почитали своих родителей, своих бабушек. Смотри, видишь, дед уже съел одну твою конфету, ты давала и съел, а бабушка еще не. Ну, а тут у все родственники, и брат двоюродный, сестра двоюродная, все тут похоронены на кладбище. Папа умер раньше, и через 20 дней умерла мама. Но они очень сильно любили друг друга. Папина дочка, истина. И дрова вместе секли, и на рыбалку, а в дальнейшем и охоту. Хоть, правда, охотником он не хотел, чтобы я была. А в дальнейшем уже стала туристом. Ну, а еще открыла свою усадьбу, просто Кася, и вожу туристов на рыбалку мы ездим, и лодки у меня есть, так что... Ну, конечно, понимаете, вот особенно Вася сказал, если ее не пустить на болото, наш помрет. И он всегда, и уже звонит вечером, ну ты где? Ну, говорю, сейчас уже с фонариком уже проползу, уже близко, что ждеть. Вот, поздно приходишь, это в темном, ну, он, конечно, переживал за меня, ну, а понимаете, что я говорю, ну, приду, все равно ж приду. Не приду, так новую найдешь. Все видно. И будут и ножки, и всех грибов видны. Ну, одной и проще. Ну, а что, интересно. Ну, если никто таких дурных, как я, нету больше. Но это не грустно одной быть? Ну, не грустно, а как? Ну что, я разве одна? Смотрите, здесь лес, природа, птицы. Я тут не одна. Наоборот, жучки, паучки. Тут такое разнообразие, какая я тут одна. И каждый раз что-то новое появляется. Одни цветы отцветают, другие зацветают. Смотрите, какая полянка. Вся засыпана цветами клюквы. Ну, на завтра идешь багульник, все бело-бело. А вы, если были на болоте, пушица. Это ж вообще не передать словами, это надо посмотреть. И такая красота, все болото белое, все это. То же самое и смотришь на эту красоту так раз, и так воздуха набираешь, а тем более чистый воздух здесь. В 20 раз больше кислорода, намного легче на болоте дышится.
знаю, скоро вообще непонятно, что будет. Может, конец свету, потому что природа мстить людям. Люди плохо относятся к ей, и она мстить. Вот я потушила пожар, в это болото целый месяц, свой отпуск весь посвятила. И только подхожу, и понимаете, все, ну, горит, тут грибы стоят, такие подосиновики, помню. Тут, смотрю, змея бедная уползает. И думаю, господи, все горит, все горит. Я скорее начала тушить ветками, а лесники уже тушили с другой стороны. И с лесниками, и ночевала там, и целый месяц именно потушили мы. Это очень страшно. Просто люди не задумываются. Если бы они посмотрели, это обгорелый лес, обгорелые деревья, что ничего от них не осталось. Это очень страшно. Если дома вот горят, что, разве это хорошо? А это то же самое природа, и там живут и насекомые, и жучки, и звери, и птицы. И гнезда горят. Это ж... И я говорю, прихожу в лес, я никогда с пустым ведром не прохожу. Я тут собрала грибы, разворачиваюсь обратно, собрала тут, поворачиваюсь, они уже опять выросли. Я не знаю, ну, люди не верят этому, ну, а мне так. И всегда там, ну, не знаю, может, это такое судьбой назначено, а может. Ну, конечно, сожалею, что теперь родители мои умерли. Ну, как папа мне сказал, я говорю, что мы будем делать без тебя? И он сказал, будете жить. Ну и вот мы продолжаем жить. Иногда смеются с меня. Ну, а я все равно и рыбачу, и на охоту, и на мотоцикле, на машине, на тракторе. На чем захочу, над тем и езжу. Обращаю ни на кого внимания. Что там будут говорить люди, что скажут. Все прекрасно, и все. Самое богатство, як Кикабидзе сказал. Мои года, мое богатство. Особенно меньше любит прыгать по бабушкиной кровати. По дедовой. О!